Доброе утро, Якутия! Начинаем новую неделю вместе. На календаре 26 июня в студии Ксения Еремеева. Поздравляем всех якутян с прошедшими праздниками. Надеемся, что вы хорошенько отдохнули и готовы с новыми силами и прекрасным настроением ворваться в новый рабочий день. А что нас ждет в ближайший час? Итак, через несколько минут ожидаем в нашей студии Галину Кричко, заведующую приемным отделением детской инфекционной клинической больницы. Поговорим с ней о распространенных летних заболеваниях и их профилактике. Прослушаем гороскоп на предстоящую неделю, узнаем об особенностях и разновидностях фикусов, проясним, почему бергамот полезен при деменции и как защитить детей при разводе родителей, расскажет наш юрист Вероника Тамтосова. Все это и не только в нашем эфире. Оставайтесь на нашем телеканале, а мы уже спешим ознакомить вас с погодой на день предстоящий. По данным Гидрометцентра, на 6 часов утра в центральных районах Якутии температура воздуха была зафиксирована на отметке 17-24 градусов выше 0. В заречной группе 16-22, в южных районах 14-19 тепла, в Вилюйской группе 17-20 со знаком плюс, в Нижнеленских 19 градусов тепла, в западных 15-16, в Колымо-Индигирской группе улусов температура воздуха составила 16-23 градусов выше 0, в Янских 13-18, на северо-западе 5-11 выше 0. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 21 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, штиль. Сегодня днем преимущественно без осадков, ветер переменный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха составит 33 градуса выше 0. Каждое утро мы все начинаем с привычной гигиенической процедуры – чистки зубов. Мы практически не задумываемся о том, как появилась на свет эта столь привычная для нас вещь, хотя она также имеет свою историю создания, усовершенствования и трансформации. Благодаря нашим целеустремленным ученым и историкам стало известно, что зубная щетка была изобретена еще в 1498 году. Вот такая многовековая история у этой вещи. Чем еще отмечен этот день в календаре, узнаем далее в нашей рубрике. На календаре 26 июня. Сегодня день рождения зубной щетки, день прощения, день теней на стене. По православному календарю в этот день отмечается память преподобных Андроника, игумена и Саввы Московских, святителя Трифилия и епископа Левкусии. Этот день в истории. Петр I с Великим посольством прибыл в Вену. Александр Сергеевич Пушкин прибыл в действующую армию на Кавказ и принял участие в сражении с турками. Состоялось Подольское сражение. Премьера в Голливуде фильма Чарли Чаплина «Золотая лихорадка». Состоялся последний концерт Элвиса Пресли в Индианаполисе. Мохаммед Али объявил, что покидает бокс. В Санкт-Петербурге началось регулярное движение поездов по новому тоннелю метрополитена между станциями Площадь Мужества и Лесная. В этот день родились Геннадий Зюганов, российский политик, председатель ЦК КПРФ, депутат Госдумы Российской Федерации. Йоак Юала, советский эстонский эстрадный певец. Андрей Бельжо, российский художник, карикатурист, книжный иллюстратор. Именины сегодня отмечают Акулина, Александр, Андрей, Андроник, Анна, Антонина, Даниил, Иван, Пелагея, Сава, Трофилий и Яков. В мире насчитывается порядка 1200 инфекционных заболеваний человека, и эта цифра постоянно увеличивается. Каждый из нас постоянно контактирует с миллионами микроорганизмов, некоторые из которых вызывают тяжелые заболевания. В эпоху тотального внимания к коронавирусной инфекции мы забыли о других не менее опасных болезнях, которые активизируются именно в летний период. Сегодня Галина Кричко, заведующая приемным отделением детской инфекционной клинической больницы, расскажет о
том, каких инфекций необходимо опасаться в летний сезон и как не испортить себе отпуск. Доброе утро, Галина. Доброе утро. Приятно видеть вас сегодня в нашей студии. В этот летний денек. Летняя пора такая чудесная, прекрасная, настроение приподнятое, но, как уже было выше сказано, о том, что все-таки это и жара, и, соответственно, какие-то активизируются заболевания. Вот расскажите нам сегодня, пожалуйста, какие заболевания в этот период могут быть активированы? Летом можно чаще, чем в другие времена года, заболеть кишечной инфекцией, ну, в силу особенностей климата, да. Также летом дети чаще болеют асептическим менингитом, потому что он вызывается энтеровирусом, а энтеровирус у него активность как раз летняя-осенняя. Ну и в летнее время активизируются клещи, поэтому клещевой энцефалит, боррелиоз тоже летом встречается, конечно. Мгм. Ну вот сейчас у нас разгар такой овощей, сезонных фруктов, и, наверное, тоже увеличивается количество возбудителей кишечных инфекций. Они бывают вирусные, бактериальные. Какие чаще встречаются летом? Летом, конечно, чаще встречаются бактериальные кишечные инфекции, потому что благоприятствует среда. Они больше любят расти в тепле, они любят, когда вокруг много воды, да, небольшая влажность, чтобы была, поэтому летом чаще, конечно, встречаются бактериальные кишечные инфекции, такие как сальмонеллез и дизентерия, встречаются в последние годы чаще. Мгм. А какие вообще пути такие вот распространенные передачи инфекции? Пути передачи – это водный, то есть через воду, контактно-бытовой, через окружающую среду, и пищевой, с едой. Это вот все пути передачи кишечных инфекций. Летом они особенно активны, потому что летом мы все касаемся голыми руками окружающую среду, много открытой воды. Мгм. Так, ну а какая-то профилактика существует? Вот как защитить себя в этот период? Да, конечно, профилактика, она не меняется десятилетиями. Это мытье рук перед едой и после посещения туалета, прививание этих банальных привычек к детям. Это стараться не покупать овощи и фрукты, разрезанные в овощном ларьке, потому что даже если нож был чистый, все равно, например, арбуз со своей поверхностью полной сахара и воды является благоприятной средой для роста бактерий. В любом случае, поэтому эти фрукты, они могут быть опасны как для взрослых, так и для детей. Конечно, это разные разделочные доски для сырых и для готовых продуктов, потому что даже если вы все как следует приготовили, а порезали все на одной доске, не исключено, что готовые продукты вы обсемените Мгм. вирусными или бактериальными возбудителями. Для детей это качественная обработка бутылочек и сосок, потому что дети, они даже от проточной воды могут заболеть. Там, конечно, содержание вирусных или бактериальных частиц всегда в пределах нормы или вообще отсутствует практически, но все равно для маленького ребенка с несформированным желудочно-кишечным трактом это может быть. Мгм. Да, вообще получается, что есть отличия все-таки, да, заболевания у взрослых и заболевания у детей. Вот какие-то эти риски, они же ведь как-то отличаются? Да, дети до 5 лет более подвержены вирусным кишечным инфекциям в силу несформированности желудочно-кишечного тракта. Также маленькие дети легче заболеют бактериальной кишечной инфекцией. Возьмем, например, взрослого ребенка, который съели одно и то же, и у взрослого будет просто небольшое несварение, а у ребенка развернется полностью клиника кишечной инфекции. Если мы говорим про бактериальную кишечную инфекцию, а такое встречается часто, дома поболел живот, например, у мамы, а ребенок поступает с жидким стулом с кровью, потому что у него полностью развернулась клиника бактериальной кишечной инфекции. Поэтому для детей, конечно, в плане течения кишечной инфекции у них более такая развернутая клиника, они болеют посильнее, чем взрослые. А чем вообще опасна кишечная инфекция? При кишечной инфекции может быть обезвоживание, да? При любой кишечной инфекции есть какая-то степень обезвоживания, но у детей она может доходить до средней или тяжелой степени тяжести, то есть когда нужно уже проведение инфузионной терапии, то есть система, да, для восполнения потерянной жидкости. Детишки становятся совсем слабые. Это и нарушает все компенсаторные функции организма тоже. Организм не справляется в средней степени тяжести обезвоживания, поэтому у детишек в основном обезвоживание является. Также у детей младшего возраста, совсем до года, может быть инвагинация кишечника, что приводит к непроходимости кишечника, а это уже исправляется только хирургическим путем. Инвагинация кишечника – это более понятным языком? Более понятным языком кишечник, он как трубочка, и он из-за того, что у ребенка постоянно жидкий стул, он сам в себя попадает, потому что больше нечего уже, он пустой. И таким образом он И такая опасность застревает. для Да. здоровья. Да. Да, как вообще проявляются кишечные инфекции и как вообще их лечить? Кишечные инфекции, они
Могут начинаться острые или подострые. Если мы говорим про острое начало, здесь все понятно. Повышается температура тела, боли в животе, практически в это же время начинается рвота или жидкий стул. Все уже понятно, кишечная инфекция. Если это подострое течение, то есть постепенно начинающееся, да, то у ребенка может быть просто головная боль, слабость, боли в животе пару дней, да, а потом только присоединяется рвота, жидкий стул, повышение температуры тела. Но кишечную инфекцию распознать легко, потому что она практически всегда сопровождается рвотой и жидким стулом. Мгм. Да, вот, Галина, скажите, ну, так как лето, такая пора, очень многие выходят на прогулку как раз-таки с ребятишками, любят поесть мороженое, выпить сок, яблочко, может быть, что-то, да, перекусить вкусненькое, ну, это не без этого, да, особенно в парке где-то, вот. И как быть, вот как, на что обращать внимание родителям, как предотвратить вот любые какие-то такие вот побочные эффекты? Ну, конечно, это главная обработка рук. По возможности это мытье рук с мылом, если возможности нет, то обработка антисептиком. Во времена ковида мы научились, у нас практически у всех всегда есть с собой антисептики, и обрабатывать руки на ходу мы можем. Да, и детям тоже можем обрабатывать руки. Если мы говорим про фрукты, то лучше брать фрукты из дома, которые помыты проточной водой, а вот не купленные в ларьке и как-то там обработанные. Да. Тогда, конечно, вероятность будет заболеть меньше. Да, да, понятно. Могут ли вообще инфекции как-то вот развиться, и как при неукоснительном таком соблюдении правил тут гигиены, как быть? Ну, даже если все будут соблюдать правила гигиены, не исключено асимптомное носительство кишечной инфекции, например, взрослыми, когда они не болеют, но выделяют возбудителя в окружающую среду. В этом случае теряется бдительность, да? Например, может где-то руки не помыть, что-то вот сделать такое, да? И ребенок, он проконтактирует все равно с этим возбудителем и заболеет. Даже если еда хорошая дома, и все как следует обрабатывается, и вроде бы моется, а ребенок все равно заболел. Ну, такое бывает, от этого никто не застрахован, но это редко. Да, а вообще какие-то первые симптомы вот можно сразу прям вот выявить? По кишечной инфекции? Да. Ну, вирус, инфекционные заболевания, они все одинаково начинаются, как правило, с повышения температуры тела и слабости. На этом уровне особо не скажешь, это просто ОРВИ или кишечная инфекция. Когда, конечно, появляются боли в животе, тошнота, рвота, тут уже, ну, вероятнее всего, это кишечная инфекция. Да, Галина, огромное спасибо за такую полезную информацию, очень такую своевременную в эту летнюю пору, когда у всех хорошее настроение, и не хотелось бы, чтобы это лето было омрачено какими-либо вот заболеваниями, побочными такими эффектами. Вот, поэтому мы хотим пожелать здоровья нашим телезрителям, быть внимательными, быть предусмотрительными. И сейчас у нас передаю слово нашим коллегам из новостного блока. Оставайтесь с нами. Всем доброго утра, хорошего настроения. Доброе утро, вы смотрите новости. Вышитую карту республики изготовили мастера декоративно-прикладного искусства для ИСХ Туймады 2023. К акции привлекли более 60 мастериц из разных районов Якутии. Она проводилась с 27 апреля по 1 июня этого года. Участники вручную вышили карту республики с использованием традиционного орнамента и традиционных символов Якутии. Кроме карты, участники вышили герб своего района, которые вошли в общую экспозицию. Кроме того, по итогам акции были определены победители, создавшие лучший фрагмент карты. Ими стало творческое объединение мастериц Содружества под руководством Людмилы Жирковой из Якутска. Якутские изобретатели представили свои проекты во время национального праздника. Более 30 проектов в области IT и биотехнологий представили на ежегодной 11-й республиканской выставке «Саха-инновации-2023». Здесь посетители смогут ознакомиться с новейшими технологическими и научными достижениями Якутии. Изобретатели, рационализаторы, предприниматели и инноваторы охотно рассказывали о своих проектах гостям мероприятия. Так, на площадке были выставлены специальные одежды, которые выдерживают морозы до минус 50 градусов. Электровелосипед повышенной проходимости, электроколяски, вездеходная техника, многофункциональный мини-погрузчик, дом на колесах и многое другое. Сегодня мы в 11-й раз проводим это мероприятие. Это уже стало традицией. Вот, правильно говорят, что у кого нет истории, кто не знает прошлого, нет будущего. Ну и также можно зеркально сказать, что кто не думает о будущем, у того тоже не будет прошлого, да?
И я благодарен Арсению Сергеевичу Николаеву, который еще, будучи мэром города, предоставил нам это место для того, чтобы мы могли показывать достижения разработки наших инноваторов. На площадке кузнецов Якутии состоялся мастер-класс паковки якутского ножа и хомуса. Всем желающим продемонстрировали, как куются знаменитые якутские изделия, дали попробовать и самим. На мероприятие приехали 17 кузнецов из разных улусов. Кроме того, в рамках фестиваля кузнечного мастерства идет конкурс молодых кузнецов. Один из участников, Спиридон Иванов, кует хомус с 14 лет и каждый год участвует в конкурсе, оттачивая свое мастерство. Конечно, не каждый может. Но там все нужно учитывать, знать. То есть, например, тонкость, толщина язычка, груз, вот. И надо быть очень точным. Еще и слух должен быть, еще и рукастый должен. Помимо этого, на празднике презентовали книгу заслуженного журналиста России, генерального директора медиагруппы «Ситим» Владимира Степанова. В книге опубликованы интервью, которые автор брал у главы республики с 2017 по 2023 годы. Также интервью, которые были опубликованы в газете «Кым». Кроме того, он поделился своим мнением о главе как о руководителе региона и его работе. Также в сборник вошли рассуждения других известных и почитаемых людей республики. Книга предназначена для широкого круга читателей. Вышла тиражом 10 тысяч. Будет распространена среди подписчиков газеты «Кым». Книга, в переводе, на якутском это «Сурлуват», а по-русски это написано пером, остается на века. Так? Это книга, которую я начиная с 2013 года ежегодно брал у Арсения Сергеевича интервью. В этих интервью разные подходы, разные мнения о нашей жизни. Арсений Сергеевич полностью излагал свои предложения, свои видения. И все эти, они когда я сейчас смотрел, они до сих пор актуальны. И кто прочитает, он сразу поймет, что за человек и у него какие жизненные принципы. Эсэх Туймады в этом году запомнился не только насыщенной программой, выступлением творческих коллективов и традиционными обрядами. В преддверии главного праздника Республика Якутия достигла отметки в 1 миллион жителей. О том, кто стал долгожданным миллионным якутянином, в следующем материале. Огромная радость, которой Якутия уверенными шагами шла на протяжении нескольких лет, случилась в аккурат к Эсэху Туймады. Именно в священной местности Усть-Хатын глава региона Арсен Николаев объявил о появлении на свет миллионного жителя Большой Республики. Это миллионный житель Якутии! Нас миллион! Благословенна та земля, где рождаются дети, где слышен детский смех. Значит, у нашей Якутии светлое будущее. Девочка весом 4100 граммов и ростом в 56 сантиметров появилась на свет в перинатальном центре Республиканской больницы номер 1. Малышка стала вторым ребенком в семье Гаврила и Арины Ануфриевых. По словам самой мамы, столь радостная новость стала для семьи большой неожиданностью. Назвать якутским именем, так как миллионный житель мы, наверное, однозначно назовем по-якутски. Просто мы были вообще в шоке. Мы только узнали из прямой трансляции, получается, Арсения Сергеевича, а так пока не знаем, что сказать даже. У нас одни звонки и сообщения. И мы очень рады. Вообще, конечно, рады, в шоке. Я даже не знаю, что сказать еще. Безусловно, появление миллионного жителя – это в том числе заслуга грамотной демографической политики в республике, а также врачей и медперсонала. Именно они с первых дней беременности и до самых родов вели маму будущего ребенка-миллионника. Очень рад, и то, что в нашей больнице, в Национальном центре медицины имени Михаила Фомича Николаева, в нашем перинатальном центре, то, что родился миллионный житель, это для нас тоже очень большая радость.
Как вы знаете, мы являемся флагманом здравоохранения, и мы 23 числа в 2 часа 49 минут приняли роды. Сейчас мама и малышка находятся в перинатальном центре в полном здравии и уже в ближайшее время отправятся к себе в Мирнинский район. Юрий Осипов, Петр Васильев, Власий Сергеев, Георгий Григорьев, Якутск. Далее предлагаем вам ознакомиться с астрологическим прогнозом на неделю с 26 июня по 2 июля. Кого ждет большой заработок, а кого свидание-сюрприз, предстоящая неделя обещает быть успешной для многих знаков зодиака. Вот только в какой сфере – самый важный вопрос. Овны, на этой неделе вы будете чувствовать себя как новые кроссовки, готовые к бегу на длинные дистанции. Ваши энергии и амбиции будут на высоте, и вы готовы бросить вызов любому. Но помните, даже самые лучшие кроссовки иногда нуждаются в отдыхе. Тельцы, на этой неделе ваша непоколебимость и упорство будут вашими лучшими союзниками. Но помните, что иногда и самый крепкий дуб должен позволить ветру колыхнуть свои ветви. Будьте гибкими и открытыми для новых возможностей. Близнецы, вас ждут взлеты и падения, как на американских горках. Ваша общительность и гибкость помогут вам адаптироваться к любым обстоятельствам. Но не забывайте о своем внутреннем балансе. Иногда нужно просто замедлить темп и наслаждаться видами. Раки, на этой неделе вы будете чувствовать себя как капитан корабля, ведущего свою команду сквозь шторм. Ваша интуиция и забота о других помогут вам сохранить все под контролем. Львы, в эти дни вы будете громко рычать, как король зверей, оставаясь в центре внимания, как всегда. Ваша энергия и энтузиазм зажгут эту неделю. Девы, вы будете работать как пчела, упорно трудясь и достигая своих целей. Ваша целеустремленность и организованность сделают эту неделю особенно продуктивной. Весы, ваша способность уравновешивать различные аспекты своей жизни сделает эту неделю гармоничной. Но помните, что даже самый ловкий акробат иногда может упасть. Не бойтесь ошибаться и признавать свои слабости. Скорпионы, вы будете плыть по жизни, как скорпион в пустыне, уверенно и решительно. Ваша сила воли и страсть помогут вам преодолеть любые препятствия на пути. Но помните, что даже самый ядовитый скорпион иногда должен укрыться от жары. Стрельцы, ваш оптимизм и любознательность делают эту неделю особенно приятной. Но помните, что даже самый отважный путешественник иногда может заблудиться. Не стесняйтесь просить помощи, если это будет нужно. Козероги, на этой неделе вы будете стоять на вершине своей жизни, как горец на пике горы. Ваша решительность и усердие помогут вам преодолеть любые препятствия. Водолеи, ваша креативность и открытость новому помогут вам адаптироваться к любым изменениям. Но помните, что даже самая мощная река иногда встречает преграды. Рыбы, на этой неделе вы будете плавать по океану жизни, как рыба в воде. Ваша чувствительность и интуиция помогут вам наслаждаться каждым моментом этой недели. Топ полезных июньских овощей составили в Роспотребнадзоре страны. Так россиян призвали есть сезонные кабачки. В этом овоще много каротиноидов, лютеина и зеаксантина. Еще он богат витаминами В1, В2 и витамином С. Низкокалорийный баклажан препятствует образованию плохого холестерина. Он содержит витамины группы В, витамин С, ПП, каротин, калий, также железо, кальций, магний, натрий и фосфор. Молодая морковь богата витаминами группы В. ПП, витамином С, Е, К, каротином, калием, железом, также фосфором, магнием, кобальтом, медью, йодом, цинком, хроном, никелем и фтором. Этот овощ полезен для зрения, укрепляет кожу, волосы, ногти и улучшает работу легких. Чтобы снизить риски развития хронических заболеваний и патологий, специалисты рекомендуют есть сладкий перец. Он состоит на 90% из воды. В нем много полезных микроэлементов, таких как кальций, калий, фосфор, натрий, марганец, железо, цинк и селен. Также витаминами А, С, ПП, К и витаминами группы В. В
Продолжение темы фикусы. Эти растения каждому цветоводу знакомы. Они очень популярны и невероятно разнообразны. Но не всем удается вырастить роскошное деревце. Давайте разберемся, что нужно фикусам для хорошего роста. Доброе утро, дорогие зрители! Меня зовут Татьяна, и наша рубрика «Сад и огород» приветствует этих прекрасных фикусов. Мы сегодня поговорим с вами о их видах, о том, какие они вырастают, как выглядят. В общем, поговорим о фикусах. В руках у меня прекрасное растение фикус бенгальский одри. Это растение вырастает до 2-2,5, даже иногда 3 метров в домашних условиях. Лист у него с возрастом становится более крупным, мясистым, и листья достаточно такие мягкие и бархатные, такие даже как шелковые, что ли. В общем, такое прекрасное растение ярко-зеленого такого оттенка с яркими жилками салатового цвета. Далее у нас идет фикус лирата бамбина. Это тоже крупный фикус, листья у него в форме лиры, отсюда и название. Вырастает также до 2-3 метров в домашних условиях, но этому фикусу обязательно нужна опора, потому что, смотрите, ствол у него достаточно маленький, тоненький, а листья крупные. И за счет того, что лист крупный, ствол не всегда может выдержать эту тяжесть, поэтому обязательно таким фикусам нужна опора. Листья с возрастом станут крупнее, но не сильно. Этот сорт бамбина. Маленький. Есть еще сорт лирата обычный, у него лист уже достаточно крупный, большой, у этого маленький. Также у нас есть прекрасные виды фикусов эластика, они есть разные, есть белис, он с красной каймой, есть тинеки, он более с белой такой салатовой каймой, мы это пока уберем сюда. Есть также робуста и другие сорта, но мы поговорим сегодня не о сортах, а о том, как он будет выглядеть. Такое растение, оно очень похоже на бенгальский одри сорт, но немножечко отличается. Лист уже гладкий, глянцевый, расписной такой, видите, каждый лист это как произведение искусства. Мазки разные, оттенок тоже разный, но жилка всегда красная. Новые листья появляются вот так. Это как конвертик, как кокон у бабочки, он идет красного цвета. А вы знали особенность фикусов? Когда у фикуса появляется ранка или листик отпадает, фикус начинает плакать молочком. Поэтому старайтесь не травмировать ваши прекрасные фикусы, потому что на месте молочка потом будут оставаться ожоги. Также фикус этот вырастает до 2 метров в домашних условиях. Прекрасный, радует, но для пышноты рекомендуем сажать по 2, а то и по 3 куста в один горшок. Тогда растение будет пышное, крупное и будет радовать вас еще больше. Ну и, конечно же, завершает нашу рубрику это вот этот красавец, фикус бенджамина. Это сорт бенджамина Twilight. Листик у него, видите, беленький такой, белый, зеленый с белой каймой. Веточки тоненькие, но достаточно сильные и справляются с этой прекрасной кроной. Такие растения зачастую подвергаются засухе. И это больная тема для многих цветоводов. Как избежать нашей засухи? Фикус бенджамина рекомендуется опрыскивать хотя бы раз в 2 дня, чтобы увлажнить его. Также рекомендуется протирать листья, потому что растение оно получает кислород и получает элементы, микроэлементы также из листьев. Если лист будет пыльный, будет засорен, он не сможет дышать и питаться. Полив. Если у вас случилась такая беда, как подсохшие листики или они опадают, вам нужно нормализовать полив. Те листья, которые выглядят совсем критично, их нужно убрать, чтобы растение не тратило свою энергию на это. И нормализовать полив. Полив рекомендуется умеренный, не сильно частый. Поливайте по мере подсыхания грунта, то есть проверяйте пальцами желательно. Кто-то проверяет палочкой, но мы рекомендуем проверять пальчиками, руки потом можно помыть, а так вы поймете, какого качества ваша почва и какая влажность. Проверяйте примерно вот так, но аккуратно, чтобы не повредить корни.
Если земля немножко сыроватая, поливать уже можно. Если грунт сухой, то от полива полив обязателен, и лучше не пересушивать грунт. Тогда фикус будет расти прекрасно и радовать вас. Также рекомендуем воздержаться от сквозняков и перепадов температуры, потому что это тоже не очень благоприятно влияет на этого красавца. С вами была Татьяна. Хорошего дня. Оставайтесь с нами. Всем удачи! Ну какое же утро без чашечки горячего кофе или чая? И хорошо бы с бергамотом. Ведь ученые из Университета Великой Греции в Катанадзаро показали, что пищевые волокна из бергамота могут защищать клетки мозга от вредного воздействия агрегатов белков, накапливающихся при нейродегенеративных расстройствах. Исследование опубликовано в журнале Plants. Исследователи использовали масло, сок и твердые отходы бергамота, собранного в феврале 2022 года в регионе Бьянка в Италии. Анализ показал, что порошок из твердых отходов бергамота содержал флавоноиды и полифенолы. Эти вещества обеспечили антиоксидантную активность пищевых волокон, способность бороться с активными радикалами кислорода, которые могут повреждать клетки. Также ученые обработали клетки головного мозга токсичным белком бета-амилоидом, который участвует в развитии болезни Альцгеймера. Белки, выделенные из волокон бергамота, защитили от гибели многие клетки, обработанные бета-амилоидом. Если выводы ученых подтвердятся в экспериментах на животных, открытие может лечь в основу новых лекарств от болезни Альцгеймера и других заболеваний, связанных с гибелью клеток мозга из-за бета-амилоида. Как защитить детей при разводе родителей? В таких спорах юридически достаточно непросто определить грани разумного. Что будет наилучшим образом соответствовать интересам ребенка? Насколько суд вправе вмешиваться в дела семьи и за родителей решать, что ребенку есть и в какой школе учиться? Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня поговорим о том, как защитить интересы ребенка при расторжении брака. То есть брак расторгнут, дальше начинается спор. Зачастую родители делят не только, к сожалению, имущество, но и детей. По данным Росстата, на 10 браков сейчас приходится 7 разводов. Ужасающая статистика, но сегодня не об этом. Итак, определить, где ребенок будет жить, можно в судебном порядке. С 10 лет ребенка спрашивают о его желании. Верховный суд указал, что это является основным фактором об установлении места проживания. Но тем не менее, если ребенок подвержен влиянию, если он находится в стрессовой ситуации, если на него оказывается давление, это все можно установить в судебном порядке путем экспертизы. То есть приглашаются специалисты, психологи, которые работают с обоими родителями, которые работают с ребенком и отвечают на вопрос, какое психологическое состояние ребенка, с кем он лучше контактирует, какому влиянию он подвержен и почему высказана в суде та или иная позиция. То есть почему ребенок сказал, что он, допустим, хочет жить с папой или с мамой, с чем это связано. Это его личное желание или это все-таки воздействие взрослых. То есть таким образом у нас в судебном порядке устанавливается место проживания ребенка. То есть исходя из его мнения, также бытовых условий, возможности содержания, то есть социального статуса самого родителя, его характеристики, а также характеристики образовательных, дошкольных и школьных учебных заведений, если такие ребенок посещает, о том, какую роль принимает тот или иной родитель в жизни ребенка, его воспитании, да, его организации его внутреннего времени и вообще какое состояние у ребенка с точки зрения преподавателей. Это все учитывается. Если у нас нет спора о определении места жительства ребенка, то есть ребенок будет четко проживать, например, с мамой, как это зачастую бывает, но есть спор о том, как общаться с ребенком, то есть есть препятствие общению с ребенком, мы обращаемся в суд о установлении порядка общения. А здесь тот же алгоритм действует, то есть устанавливают, какая занятость у ребенка, что он посещает, какие рекомендации врачей есть, сколько времени он проводит в учебных, школьных, дошкольных, образовательных учреждениях, сколько он кружков посещает, да, то есть все это учитывается. А потом смотрят, куда предлагает посетить, получается, это будет общение с учетом возраста ребенка при присутствии второго родителя, да, без присутствия второго родителя, с ночевкой, без ночевки, то есть какие бытовые условия у родителей, да, особенно сколько они совпадают. Почему? Потому что Верховный суд в своем определении также указал, что разделить время ребенка пополам поровну невозможно. И в одном из своих определений прям текстом указал, что это не отвечает интересам
интересам ребенка, поскольку если ребенок прям вот четко половину недели проводит в одной квартире, половину недели в другой, это не отвечает им интересам, потому что у них отсутствует ощущение дома, то есть ощущение того, что он проживает именно здесь, это его дом, это его крепость, оно как-то теряется, и он вынужден приспосабливаться к разным бытовым условиям. Вот это говорит Верховный суд. Поэтому в суде также это учитывается, что все-таки общение, оно должно быть именно общением, а не проживанием ребенка какую-то часть времени полноценно в размере половины его свободного времени, да, в другой квартире, чтобы сохранялось вот это ощущение, что он живет, да, вот с мамой, а с папой он постоянно, допустим, видится. Психологи и также специалисты-юристы утверждают, что самое главное при расторжении брака – это договориться. Договориться с учетом интересов ребенка. Можно привести в качестве примера один случай из практики, да, когда отец хотел разделить детей, то есть это были мальчик и девочка, и хотел сын оставить проживать с собой, дочь оставить проживать с мамой. При сборе доказательств он обратился к психологу. Психолог проанализировал состояние ребенка, то есть сына, да, как он воспринимает расторжение брака родителей, в каком психологическом состоянии находится, и выявил, что у него большой стресс, да, в связи с расторжением родителей, разводом родителей, да, но такой же большой стресс – это от страха, что он потеряет общение с мамой и сестрой. И после этого человек пришел к выводу, что иск несостоятельный, что лучше этого не делать. Исковое заявление было отозвано, определение о прекращении дела. Вот это яркий пример, когда интересы ребенка ставят выше конфликта родителей. Поэтому, дорогие друзья, я считаю, что это самое главное. Если вы готовитесь к аналогичному делу, обязательно проанализируйте состояние вашего ребенка. Но вообще, я считаю, что в любом случае, при любом конфликте, в любом судебном порядке самое лучшее — это мировое соглашение, особенно когда оно касается судьбы ребенка. Хорошего вам дня, прекрасного настроения и, конечно, взаимопонимания. До новых встреч! Безопасный градус 0. В Якутии стартовала неделя отказа от алкоголя. Об этом мы поговорим сегодня с Еленой Колесниковой. Елена – председатель комиссии по социальной политике, демографии, защите семьи и детства Общественной палаты Республики Саха-Якутия и председатель Якутского республиканского отделения «Общее дело». Доброе утро, Елена. Доброе утро. Рада вас видеть сегодня у нас. Прекрасная новость, прекрасная неделя стартовала. И вот интересно все-таки, действительно ли 0 – это безопасный градус? Если мы даже откроем Википедию, да, то мы там и наберем там нейротоксические яды, то в первом ряду мы увидим это этиловый спирт, который является составляющей всех алкогольных изделий, и никотин. То есть мы должны понимать, что любое количество, которое мы потребляем внутрь алкоголя, он убивает наши самые главные клетки мозга, это нейроны, которые отвечают за все. Притом мы для того, чтобы эти нейроны, значит, развивать, чтобы между ними создавать связи, прилагаем огромное количество усилий и много лет. И можем вот за один вечер эти усилия действительно просто слить, как говорится, потом в канализацию. Вот поэтому мало выпили, мало сольете, много выпили, много сольете. Поэтому это выбор каждого человека, конечно. Если он хочет, чтобы оставаться здоровым, чтобы его мозг оставался здоровым, то лучше, конечно, это 0. Так, понятно. Но а как быть с такими напитками, как квас, выпах, кумыс? Ведь они содержат какое-то количество, все-таки вот какой-то градус присутствует в напитках? Ну, это тот позволительный градус, который не дает такого мощного воздействия, но, конечно, лучше абсолютно, да, отказаться от каких-то таких алкогольных, побродивших, как говорится. Там же основная часть, да, это этиловый спирт, который именно после брожения, значит, дрожжей, грибковых дрожжей выходит. Поэтому лучше всего отказаться, но если уж совсем не хочется, тем более какие-то есть традиционные такие мероприятия, то, в принципе, можно вот на низком совсем градусе себе позволить. Хорошо, понятно. Но скажите, пожалуйста, а вот статистика, говорят, какая-то существует интересная? Ну, можете рассказать? Да, говорят многие, что вот нам сложно отказаться от алкоголя, ведь вся наша жизнь, все наши мероприятия, вообще все вокруг происходит такой сакральной темы алкоголя. Там любые свадьбы, проводы, расставания, и позитивные, и негативные события. Но на самом деле, о чем говорит наша статистика? Значит, позапрошлом году у нас Центр медицинской профилактики и общественного здоровья провели исследование, по итогам которого оказалось, что 54% нашего населения республики
абсолютно не пьют, они ведут трезвый образ жизни. И это очень приятно, потому что, это, конечно, больше в селах, да, такое население, чем в городах, но все равно это очень такой положительный, позитивный, дает результат на все сферы: социальную, демографическую, и так далее, и так далее. Так далее. А вот программа «Трезвые села», эта программа дала какие-то результаты ощутимые? Она дала действительно серьезные, огромные результаты. Просто для сравнения, например, возьмем, да. Демографы вообще такого всероссийского уровня, они отмечают положительные изменения именно в продолжительности жизни мужчин в сельской местности. И если мы, например, возьмем соседний регион, Чукотка, да, где не проводилось, нету такого понятия трезвый сел и вообще не проводилась никакая антиалкогольная политика, то, представляете, если в 90-м году у нас продолжительность жизни мужчин в сельской местности была одинакова, 61 год, то в доковидный возьмем, да, чтобы примерно видеть точную корреляцию, у нас в республике продолжительность жизни мужчин в сельской местности 67 лет, а у них 46. То есть 20 лет разницы, и при этом у нас продолжительность жизни мужчин в сельской местности выросла просто нереальными темпами за один 2018 год на 2 года. Это говорит прям такой показатель, который можно даже нести в книгу рекордов Гиннесса. То есть такого нигде нет. И это напрямую действует, то есть мужчин, понятно, что они все-таки более склонны к употреблению, достаточно такому мобильному употреблению, чем женщины. Это та часть населения, которой нужно помогать, переходить больше на трезвый, и на тот самый ноль, про который мы говорили. Они там, живут все лучше и лучше. Да, а все начинается с праздников, а потом в семьях начинаются серьезные проблемы как раз-таки из такого частого употребления именно со стороны мужчин. И вот если вдруг семья столкнулась с такой проблемой, куда людям обратиться? С чего начать вообще? Как вот решить эту проблему? У нас есть такая возможность, мы проводим, правда, не так часто, несколько раз в год мы проводим подобные курсы отказа от алкоголя. Люди приходят туда с семьями и приходят к трезвому образу жизни. Могу сказать, что никто еще не пожалел, потому что их жизнь меняется кардинально. Из деградирующей, умирающей, несчастной семьи превращается в достаточно успешную, счастливую, радостную семью. Поэтому это очень приятно. Я думаю, что люди, которые с этим сталкиваются, им нужно это продвигать, конечно, в более таких серьезных масштабах, поэтому надо как-то... Елена, а какие-то вот конкретные примеры есть? Можете сейчас поделиться с нами? Вот потому как вот семья вдруг исцелилась и вот пришла к такому счастливому, трезвому образу жизни? Я вам расскажу, так как мы тоже ездим по трезвым селам, расскажу из примера трезвых сел. Да, там просто это явно, просто ярко рассказывается. Там, когда мы приезжали когда уже после принятия такого закона в отношении трезвых сел, нужно сказать, что там это такая панацея, которая не действует, подписали закон, и сразу все хорошо стало. Это какой-то должен пройти период, чтобы там действительно это все реализовалось в своем самом лучшем образе. И, там рассказывали о семье, где мужчина, он уже прямо совсем был на дне, там канавы, валялся возле магазинов, и это уже бедная семья, можно представить, насколько страдала его жена и его дети. И после того, как он полностью отказался от алкоголя, это стало просто образцовой семьей, где стало все хорошо и счастье. И нужно понимать, что дети в этих семьях, где пьют 1 или 2 родителя, это наиболее несчастные наши члены общества, которых нужно, наверное, как-то помогать в этом плане, потому что они переживают, конечно, страшно. Это и физическое, и психологическое, и сексуальное насилие. Я хочу немножко на позитивную ноту тоже перейти. Хочу рассказать о исследовании таком. Есть такое великое гарвардское исследование, которое проводилось в течение 75 лет. Аналогов ему нету. Это уникальное исследование, когда каждый год они заполняли такую немаленькую анкету, где все рассказывали о том, что они добились, к чему пришли, что способствовало этому. Потом в конце уже начали подключать их семьи, их близких людей, детей, жен и так далее. И вроде бы такая это для нас банальная вещь, но итогом этого исследования оказалось то, что люди здоровые, люди успешные, люди, больше развивающиеся, это те люди, у которых сложились замечательные, хорошие отношения
в семье с близкими людьми. Вы спросите, а почему же тут алкоголь? Но по итогам этого исследования оказалось, что самым большим противником, да, вот этой счастливой идиллии в семье, ну или даже там просто уважительного такого доброго отношения, это является алкоголь. Все-таки люди в состоянии алкогольного опьянения ругаются, какие-то конфликты, какая-то, значит, прокрастинация, да, она особо приводит к депрессии и так далее. И люди вот на фоне такой алкоголизации, они как раз, у них меньше счастливых семей. Вот, поэтому итогом этого исследования оказалось, что чем ты больше трезвый, чем ты меньше пьешь, тем вероятность того, что у тебя будет счастливая семья, и вероятность того, что ты будешь успешным, состоятельным и здоровым. Да. Спасибо вам большое, Елена. Такая позитивная, хорошая нота. Конечно, здоровый образ жизни, отличное настроение, радость, счастье, любовь тогда точно будут пребывать в каждом доме. Поэтому мы вот за такой трезвый, здоровый образ жизни. Всем доброго утра. И в продолжении часа, в продолжении нашего эфира, слово нашим коллегам из новостного отдела. Оставайтесь с нами. Вы смотрите новости. Доброе утро. Новые учебники истории будут содержать QR-коды со ссылками на мультимедийные материалы. Новые учебники истории России дадут возможность педагогам и школьникам, помимо основного учебного материала, дополнительно изучать подборки художественных и документальных фильмов по темам. Сейчас учебники по истории России для 10 и 11 класса передаются в издательство. Планируется, что они поступят в школу к 1 сентября. После передачи учебников для старшеклассников в издательство начнется работа и над учебниками для 5 и 9 классов. Новую школу на 220 мест в селе Батакай-Алыта Эвино-Батантайского района планируют достроить в конце этого года. В настоящее время на стройке школы завершены монолитные работы фундамента и цокольных перекрытий. Возведены стены, устанавливаются перегородки, ведутся отделочные работы. Строители обустраивают внутренние и наружные инженерные сети, устанавливаются воздуховоды. Предусмотрены большой спортивный зал, актовый зал и пищеблок. На территории вокруг школы построят спортивные площадки. Общая площадь здания составляет более 2000 квадратных метров. Мобильные доктора из республиканского центра работают в Алданском районе. В эти дни бригада ведет прием в селе Кутана. Со среды бригада докторов вела прием в отдаленном труднодоступном селе Чегда. Жители села прошли анкетирование и антропометрию, изучили уровень холестерина и сахара крови, сделали спирометрию и ЭКГ. При наличии показаний пациенты были направлены на УЗИ. Также были проведены консультации терапевта, невролога, кардиолога, эндокринолога и пульмонолога. Женщины смогли посетить акушера-гинеколога. Вводить новые правила для коневодов предложили с учетом мнения профессионалов. Минсельхоз подготовил проект правил содержания лошадей, которые нужно будет выполнять организациям и частным фермерам, занимающимся разведением и продажей лошадей. В нем указаны, например, минимальные площади стойл и площадок для выгула коней. Документ будет проходить общественное обсуждение на портале проектов нормативных актов до 14 июля. В рамках подготовки к эсэху Аланхо, который пройдет в 2024 году, в Амгинском районе кузнецы Улуса впервые организовали в селе Чапчелган мероприятие по выплавке железа традиционным способом из руды, собранной с берегов реки Амги. Процесс плавки проходил традиционным якутским способом. Всего из 25 килограммов руды выплавили более 5 килограммов чистого железа. Часть полученного железа будет храниться в музее, а другую часть отдали молодым кузнецам для изготовления изделий, с которыми они будут участвовать на эсэхе Аланхо. Сооружение для выплавки железа в дальнейшем будет использоваться кузнецами района. Я начал кузнечным делом заниматься с 2011 года. Сейчас занимаюсь такими металлами, как Х12, 65Г. И, в основном черный металл и нержавеющий металл. Но мы впервые работаем. Первый опыт. Спортсмены из республики приняли участие в чемпионате России по вольной борьбе среди мужчин и женщин в Каспийске. Турнир прошел с 19 по 24 июня. Участие в нем приняли более 600 спортсменов в 10 весовых категориях. Сборную Якутию представили 23 спортсмена. Так, в заключительный день чемпионата вторую бронзовую медаль в копилку сборной принесла воспитанница якутской школы вольной борьбы Лилиана Рожина. На этом у нас все. Хорошего дня.
Ну а прямо сейчас давайте узнаем, какие культурные события вошли в историю прошедшей недели. Слово Захару Никитину. Доброе утро! С вами «Культурные новости». И мы начинаем обзор самых интересных событий культурной жизни Якутии. Айсен Николаев в канун Дня народных художественных промыслов подписал указ об учреждении стипендии главы для народных мастеров Якутии. Согласно указу, с 1 ноября 2023 года учреждены стипендии главы республики в размере 30 тысяч рублей каждая, которые будут вручаться 7 народным мастерам, носителям традиционного культурного наследия. Объявление стипендиатов состоится 25 ноября в день Олонхо. Всего в Якутии насчитывается 275 носителей звания «Народный мастер», 606 носителей звания «Мастер народного художественного промысла». Зарегистрированы 112 объединений мастеров по народным художественным промыслам. В Казани завершился 16-й театральный фестиваль тюркских народов «Наурус», где выступили театры из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции, Узбекистана и разных регионов России. Нашу республику представлял Государственный театр эстрады имени Юрия Платонова. Все спектакли на фестивале были показаны на родном языке театров. Во время выступлений для зрителей работали переводчики. Государственный театр эстрады Якутии участвовал в этом фестивале впервые. Выступил с музыкальным спектаклем «Ульбанчик». Режиссер-постановщик спектакля Сергей Потапов в театре эстрады собрал бурные овации и получил приглашение посетить фестиваль «Наурус» в следующем году. Сразу 2 якутских фильма стали участниками панорамы современного кино на международном кинофестивале имени Андрея Тарковского «Зеркало». Это киноленты «Айта» и «Не хороните меня без Ивана». Обе картины получили признание как от зрителей, так и от сообщества кинематографистов. «Айта» Степана Бурнушова стала кассовым рекордсменом, а «Не хороните меня без Ивана» Любовью Борисовой получил гран-при первого фестиваля авторского кино «Зимний». Фестиваль «Зеркало» пройдет с 30 июня по 5 июля. На этом наш выпуск завершается. До новых встреч! Не то кошка, не то медведь. В московском зоопарке родились 6 щенков кустарниковых собак. Этот вид занесен в Международную Красную книгу из-за того, что находится близко к уязвимому положению. Малыши стали 4-м потомством самца Вицли-Пуцли и самки Фреи. Щенки все время рядом с Фреей, а пока она занята заботой о детенышах, пищу ей приносит отец семейства. Братья и сестры также помогают. Кустарниковые собаки – стайные животные. Они все время общаются, перекликаются и все делают вместе. Старшие щенки заботятся о маме и контролируют территорию, ходят по периметру вольера и следят за ситуацией вокруг, рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка. Малыши будут жить рядом с мамой и папой примерно до года, затем покинут стаю, чтобы обзавестись собственной семьей. Местные кустарниковые собаки очень активны. Летом они любят купаться, они хорошо плавают и ныряют. День только-только начинается, неделя начинается вместе с нами здесь, на телеканале Якутия-24. Мы продолжаем каждый день с понедельника по пятницу делиться с вами полезной информацией. За окном лето, отличное настроение, сезон овощей и фруктов, здоровый образ жизни, отличное настроение. И все это, конечно же, обо всем об этом каждый день здесь, на нашем канале. Ну а мы желаем вам хорошего дня, отличного самочувствия, настроения бодрого. И, конечно же, ждем вас завтра в это же время с 7 до 8. Встречаемся с вами на программе «Доброе утро, Якутия». Всем хорошего дня и всем всего хорошего.